Подробно об этом мы поговорим с директором Республиканского центра дистанционного обучения детей с ОВЗ Маликой Албагачиевой. Она сейчас в нашей студии. Малика Бабуляна, здравствуйте. Добрый вечер. Приветствую вас в нашей студии. И первый вопрос к вам про инклюзивный фестиваль «Люди как люди». Расскажите нам более подробно о его проведении, насколько довольны остались вы и насколько довольны остались приглашенные родители и участники. Как вы все знаете, в апреле проходила Всероссийская неделя по распространению информации про аутизм. И наш Республиканский центр дистанционного обучения стал региональной площадкой фестиваля «Люди как люди». И мы сегодня убедились, настолько актуальна эта тема и необходимо было. Мы действительно сегодня на нашем мероприятии показали обществу, насколько это необходимо и насколько именно в таком направлении нуждаются наши, в первую очередь, родители. Тут же был отмечен второй момент. Мы пригласили так же, как и родители, мы знали, что очень многие интересуются этим вопросом, пригласили с каждого населенного пункта представителей общеобразовательных учреждений, а также представители с каждого района управления образования, специалистов, которые курировали именно вопрос по надомному обучению. Также к нам на мероприятие приехали важные гости. Это Амирханова Лейла Сасламбековна, Дударов Али, Мальсагова Инна Якубовна и общественные представители наших организаций, которые были задействованы как-нибудь в жизни именно наших особых детишек. То есть укрепляется такое взаимодействие, да, между Да, всеми мы специально охватили все эти точки, заведомо зная, где мы можем помочь и где мы будем полезны. Сегодня, помимо того, что нашими коллегами было предоставлено много информации, связанной с аутизмом, и как с этим люди живут, как мы можем обществу помочь в данном направлении, какую помощь непосредственно мы могли бы оказать, как Республиканский центр дистанционного обучения и как наши специалисты. Мы, опять же, убедились сегодня, когда Инна Якубовна заявила нашим гостям о том, что они сегодня планируют заключить с нами договор о сетевом взаимодействии, чтобы мы в дальнейшем оказывали помощь педагогам, которые работают непосредственно с такими особыми детками. Для нас это была новость и сюрпризом, так скажем, чему я, как руководитель, да и весь мой коллектив, был чрезмерно рад. Также у нас наши дети сегодня остались очень довольны. Отзывы весь вечер я получала в телефонном режиме от родителей подопечных, как и клуба добрых людей, также и райские мамочки, которые действительно искренне чувствовалось в этих словах, передавалось все это, благодарность нашим специалистам. Даже мамочки, которые живут с такими особыми детками, мне рассказывали о том, что сегодня поддержали, оказали помощь максимальную в том, даже в тех моментах, где они не знали, как себя дальше вести и как с этим жить. Действительно, если мы больше будем делать акцент на таких особых детках и оказывать именно родителям помощь, я думаю, это будет колоссальное продвижение для адаптации, социализации и для развития таких особых детишек, как наши детки, которые обучаются у нас.
Малика Баблян, а как часто вообще вы проводите мероприятия в стенах своего центра? Как часто вы приглашаете родителей? Может быть, даже и особенные дети там выступают? Вы знаете, я, наверное, без конца буду хвалить своих деток. Они действительно у меня уникальные. Вы знаете, они заставили меня, весь наш коллектив, поверить в невозможное. Честно, я сегодня признаюсь, что это детки особые и с тонкой чувствительностью. Иногда, когда мы сомневаемся, хотя мы все это скрываем, они чувствуют, что мы где-то колеблемся и доказывают нам обратное, что они все могут. Действительно, талант детишек безграничен, хотя у них возможности ограниченные. Вы понимаете, когда такие детки со своими особенностями играют в театральном кружке, ставят такие сцены, что мы сами вместе с родителями поражаемся, насколько одаренные и талантливые наши детки. О том, что хор на высшем уровне работает у нас, вы сами, наверное, знаете, недавно приезжала Гурская, проводился фестиваль у нас в республике, и наши детки приняли там активное участие и ушли оттуда с победой. Также не могу промолчать о том, что наши дети на международном уровне получают награды. Например, наша выпускница Магушкова Хавушка давала бесплатный концерт в Ярославле, на Воробьевых горах, да? в Москве. Онлайн-формат, а выезжают, да? Нет, они выезжали, принимали участие в конкурсе, и вот такого вот формата достижения бывает у наших детишек. Также мне очень приятно и хочется поделиться с тем, что наши детки, они действительно особые, они сдают наравне со всеми экзамены. На всех практически условия, вы же знаете, выпускные экзамены, они у нас особые и даже для здорового оставляют свой отпечаток. Наши дети выдерживают всего лишь с разницей, что им дополнительное время дают, и далее они поступают. И когда я, как руководитель, могу подумать, что мы там какие-то поблажки для них сделали, я вас уверяю, когда я захожу в стены, например, нашего государственного университета и вижу среди отличников своих выпускников, меня это радует. Действительно, у нас наши же дети, более 10 человек вернулись в стены нашего республиканского центра и помогают мне, всему коллективу, как бы возвращаются именно дипломированные. Понимаете, настолько крутыми специалистами, они же готовые айтишники. И плюс еще дипломированная профессия у них бывает, и такие сильные кадры возвращаются к нам. Нас это очень радует. Судя по вашим рассказам, нельзя сказать, что их возможности ограничены. Как раз-таки они доказывают нам обратно. Да, вот именно. Давайте поговорим о цифрах. Сколько у нас детей, больных аутизмом в республике? Вы знаете, на сегодняшний день в республиканском центре обучается около 40 детишек с аутизмом. Но мы работаем со всеми детками, у кого ограниченные возможности здоровья и кто является непосредственным нашими участниками, независимо от какого-либо диагноза, мы находим подход. Не исключение из них и аутизм тоже. Довольно-таки сложно было, когда мы начинали, но, тем не менее, результаты недолго заставили нас ждать. Действительно, детки с абсолютно разными диагнозами,
но именно их прочувствовать это чрезвычайно важно для того, чтобы от детей пошла отдача. Непосредственно то образование, которое мы даем своим особым деткам, оно открывает им мир возможностей, помогает развивать потенциал и жить полноценной жизнью. Это даже сегодня, опять же, я возвращаюсь к нашему фестивалю «Люди как люди», мы доказали, наши учащиеся доказали, что они среди репортеров, они берут интервью, как опытные специалисты, порой их даже путают наши гости, они действительно с НТРК или с ГТРК. Во многом здесь заслуга воспитателей и педагогов. Именно педагогов. Кстати, о них, насколько они квалифицированы и выезжают ли они на повышение квалификации? Вы знаете, вот именно вот научная работа в нашем центре поставлена на хорошем уровне, потому что мы квалификацией своих сотрудников занимаемся и углубленно пытаемся продвинуть то или другое направление, так как действительно со временем мы видим результаты и важность какого-либо направления, и направляя, скажу дистанционно, повышаем уровень и квалификацию наших сотрудников. Среди наших сотрудников есть очень много специалисты высшей категории, почетные, заслуженные учителя с большим стажем. И что для меня, как для руководителя, важно, я еще раз подчеркиваю, наши выпускники и плюс еще молодые специалисты активно подтягиваются к нашему коллективу, и им нравится наш подход к особым деткам, то, что оно именно и информативно, и точно так же то, что там через IT все проходит. И каждому специалисту, тем более молодым специалистам, очень важно и интересно бывает, на каком же уровне все-таки детки особые себя чувствуют. А наши дети, если даже взрослые, даже некоторые и молодые, с интернет-ресурсами и с техникой на «вы», то наши детки давно уже в этих просторах живут и просторно. Малика Бабалевна, последний вопрос. Какие планы на ближайшую перспективу? На ближайшую перспективу действительно мы так думаем, Участие в каких-то конкурсах, мероприятиях. Будете выезжать? Дети будут выступать? Да, мы сейчас может быть, активно внедрение готовимся к мероприятию, которое планируется у нас в республике. Это конкурс «Белая трость». Наши детки даже сегодня пытались до наших гостей донести ту информацию, пусть коротко, но тем не менее пытались показать свои таланты и свои возможности. То есть они наравне с другими дают о себе знать. Мы действительно, планы у нас большие, пытаемся именно с такими тяжелыми детками все-таки найти баланс того, чтобы наши дети тяжелые, именно тяжелые, могли легче адаптироваться. И в этом направлении мы этот год работали и будем продолжать. А также взаимосвязь с семьей, тем более этот год семьи. Желаю вам плодотворной работы и благодарю за интервью. Спасибо.